В этом году вот с электричеством у нас в стране проблема, поэтому двухмесячные каникулы, поэтому. Обычно зимой только 10 дней, да. Осень 8 дней и в марте 10 дней обычно. Это физический математический кабинет. Только старая у нас финическая школа, уже, по-моему, 28 лет уже мы здесь учимся. У вас отопление центральное, да, вот было? Да, центральное. Электрическое, да? Электрическое? Электрическое есть, хорошо работало? Да, работает хорошо. Отопительное электричество запрещали, а поэтому и топили, а, оказывается, обороту старили. Поэтому, наверное, вот пожар. И сколько будет стоить вам вот ремонт печей? У вас есть деньги на это? Деньги нет, сами будем ремонтировать. А мастера есть? Нет, сами. Учителя, техперсонала. Без учеников это же, во-первых, трудно. Они как-то тихо стало. Раньше было такие шум, такие дети гуляли там. А сейчас что-то скучно, да. Что-то нет у человека какого-то. Не хватает. Не хватает что-то не то. Да. Такое наша жизнь. Мы живем в таком, все красу. Такая, недалеко от водохранилища, знаете, да? Недалеко от каскада, тем более, да. Проблемы света нет. Вот это беда у нас, да. А у вас свет отключать когда надо? Озеро обмелело. Есть такое место Текеташ в старом районе. Сейчас озеро уже туда отошло. И свет у нас тоже отключают все время. С 11 вечера как отключат, только в 3 утра дают. Потом опять в 11:30 дня выключат, в 6 вечера дают. Жить очень сложно. Ведь в некоторых семьях есть маленькие дети, они мерзнут. Мы не знаем, куда нам обратиться за помощью. Озеро начало мелеть в позапрошлом году. Мы ведь все время проводили рядом с водой. Использовали воду для полива и для нужд. С тех пор уровень воды только убывает. Арабулак, Шагата, Тошарык. Вот до сюда вода доходила раньше. А теперь вода ушла на 7-8 километров. Уровень воды был виден здесь. Говорят, что у вас как бы зима не снежная была, и поэтому воды нет в Токтагуле. Это так? Это не из-за этого. Реки Нарын, Чичкан, Торкен заполняют ГЭС. Воды на самом деле много, но мы не понимаем, как ее распределяют. Вот руководители, они знают, как все это делается. С 4 сторон идет вода. Мое мнение, например, если с Нарына вода уйдет, можно воду хотя бы с Торкена перенаправить. Тогда и свет, и вода будут. Это я так понимаю. Вода была голубая. Раньше здесь было глубоко. Сколько лет тебе? Я? Қанша жастасың? Сколько? 14.
Говорить? Вот здесь раньше была вода. Мы приходили с друзьями сюда играть, рыбу ловить. Рыбаки ставили сети. В день 2 раза проверяли. Рыбу собирали. Утром и вечером смотрели. В один день целую машину рыбы продавали. В Чайхану. Через весь Киргизстан протекает наш батюшка Нарын. И на территории Узбекистана он сливается с рекой Карадарьей, образуя другую жизненно важную артерию – Сырдарью. И правильно говорят, если бы не было Нарына, не было бы Сырдарьи, потому что 75% воды в Сырдарье – это вода Нарына. Перепад высот у Нарына составляет на каждый километр 3 метра 5 сантиметров. Рассчитывая на такую природную силу, ученые разработали каскадный метод строительства, то бишь ступеньками, как показано здесь, Токтагульская ГЭС, Курпсайская ГЭС. Здесь на полную мощность работает Ташкумырская ГЭС, Шмалдысайская, а вот это первенец гидростроительства, Учкурганская ГЭС. С гордостью и по достоинству мы называем Каракуль столицей энергетиков Киргизстана. Вот сюда в 1962 году поехали все и инженеры, техники, и молодежь рабочие всех профессий. Поехали, чтобы строить очередную гидростанцию Токтагульской ГЭС. 300 тысяч киловатт в час. Это проектная и рабочая мощность Токтагульской ГЭС. 1 200 000 в сумме, да, в суммарная мощность. Но вот в связи как бы с кризисом, да, энергетическим, вы сами как думаете, в полную? Нет, не в полную, конечно. Ведь дело в том, что очень мало было накоплено воды в водохранилище. В этом вся проблема, в этом беда наша. И когда поток воды, напор воды слабеет, а вода срабатывается, все ниже становится, начинается вибрация оборудования. Это очень вредит эксплуатацию оборудования. Поэтому, чтобы пережить вот это трудное время, зимний период, сейчас идет ограничение подачи электроэнергии. За этот период, что вы работаете, были периоды, когда также не хватало воды в Токтагуле и электроэнергии? Вы знаете, был другой период, 1974 год. Это год был очень жаркий. На солнце выгорали поля, хлопковые поля Узбекистана. Не было воды, а мы вот в это время воду накапливали на Токтагульской ГЭС. И распоряжением Совета Министров вынуждены были воду отдавать без турбин, не пропуская на турбины. В Токтагульской ГЭС была такая пробита, пробка, в общем, можно сказать, бетонная. И воду стали отдавать. Что сказать? Света нет, воду продали, воду продали Узбекистану, а мы узнали. Начальники Токтагульской ГЭС? Не начальники. Начальники все уже продали. И вот рядом с нами стоит ГЭС, а толку никакого.
Деньги платим. Че платим? Света по-прежнему нет. А у меня дети. Я работаю на гидроэнергострое. Хорошая машина у руководителя Токтагульской ГЭС? Не знаю это. Не видели? Да, не видел. Я слышал, все продали. Один дипломат доллар принесли, это узбеки. Вот зима хорошо идет, тут снег падает, нормально. Только они продали.